словам президента Путина, экономика России продемонстрировала рост на уровне 4,6% в первом полугодии 2024 года. На совещании по экономическим вопросам он отметил, что валовой внутренний продукт увеличился на 4,6%, а объем промышленного производства вырос на 4,4%. Путин подчеркнул высокие темпы экономического роста. В Малгобекском муниципальном районе через региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия проводятся программы, направленные на улучшение условий жизни в сельских поселениях. В селе Южное в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в настоящее время ведется строительство водопровода на сумму свыше 42 миллионов рублей. Новый водопровод будет протяженностью около 11 километров. В 2023 году в регион поступило 29,7 миллионов рублей из федерального бюджета, из которых на данный момент освоено 14,7 миллионов рублей. Из-за переноса строительства на 2025 год оставшаяся сумма в размере 12,1 миллиона рублей будет выделена в следующем году. Согласно информации администрации Малгобекского района, строительство водопровода позволит обеспечить водоснабжением все улицы села и полностью решить проблему водоснабжения в селе Южное. Малым и средним предприятиям, а также самозанятым дадут льготы по патентным пошлинам. Они должны будут уплатить лишь треть от всей суммы. Такой проект постановления подготовил Минэк. Сейчас средний размер сбора для изобретения 20 тысяч рублей. Но все юридические процедуры по закреплению права на интеллектуальную собственность могут обходиться и в 100 тысяч, отмечают эксперты. При этом власти планируют поднять общую планку сбора на 10-20%. Администрация Малгобекского района объявила о выполнении национального проекта формирования комфортной городской среды. В результате онлайн-голосования в 2023 году жители района выбрали участок для благоустройства в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. После получения наибольшего числа голосов улица Бекбузарова в поселке Новый Редант была выбрана для комплексной реконструкции. Длина благоустроенного участка составила 800 метров. В администрации муниципального образования отметили, что это уже 15-я благоустроенная территория в Малгобекском районе в рамках данного национального проекта. Также жители уже определили улицу для реконструкции в 2025 году через онлайн-голосование. Это улица Центральная в поселке Зязиков-Юрт. В середине сентября доллар может достичь отметки 93 или 94 рублей, евро – 102 или 103 рублей, юань – 13,2 или 13,5 рубля, рассказал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Он отметил, что стоимость рубля осенью будет зависеть от нескольких ключевых факторов. По его словам, сохраняющаяся нестабильность на международной арене продолжает оказывать давление на курс нацвалюты. В дополнение к этому традиционно высокий спрос на иностранную валюту в летний отпускной период закончится, что также повлияет на баланс спроса и предложения. Это были экономические новости. До новых встреч!